Глава антимонопольной службы Республики Таджикистан объяснил, почему цены на транспорт не меняются при снижении цен на топливо. Таджикистан отправит гуманитарную помощь в Турцию. Стало известно о смерти еще одного таджикистанца, погибшего в Украине. В Таджикистане 398 должников объявлены в розыск за неуплату алиментов. В ВОЗ заявили, в результате землетрясения в Сирии и Турции пострадали до 23 миллионов человек. Глава антимонопольной службы при правительстве Таджикистана Абдулмаджид Муминзода прокомментировал вопрос о том, почему цены на автомобильное топливо в стране за последние месяцы заметно снизились, а тарифы на проезд в общественном транспорте остаются неизменным. Во время пресс-конференции сегодня, 7 февраля, он отметил, что, к примеру, междугородние пассажирские перевозки на транспорте осуществляются с использованием дизельного топлива, а стоимость данного вида топлива, в отличие от бензина и сжиженного газа, выросла. Повышение розничной стоимости топлива в республике он связал с ростом импортных цен из-за всем известных событий. Под этим словосочетанием Муминзода, скорее всего, подразумевает вооруженный российский-украинский конфликт. Наземная военная техника в основном работает на дизтопливе. Согласно данным антимонопольной службы, в декабре 2022 года средняя импортная стоимость 1 тонны дизельного топлива составила $915, что на 23,2% больше по сравнению с началом минувшего года. Примерно 85% дизтоплива было импортировано из России. По данным Сатагентства, розничные цены на дизтопливо в ушедшем году повысились почти на 12%. Относительно пересмотра стоимости проезда на городском общественном транспорте Муминзода сказал, что антимонопольное ведомство может заниматься этим только после соответствующего обращения уполномоченного органа, то есть Министерства транспорта. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон распорядился отправить в пострадавшие районы Турции гуманитарную помощь. Об этом информагентство «Азия Плюс» сообщили в Комитете по чрезвычайным ситуациям страны. О том, что будет отправлено в составе гуманитарной помощи и каким будет объем, пока информации нет. Кроме этого, согласно распоряжению, для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения в Турцию будут направлены не 40, а 50 спасателей КЧС Таджикистан со специальным набором аварийно-спасательного оборудования. В КСЧ сообщили, что в состав отряда войдут спасатели высокой квалификации, врач, хирург и травматолог. Гуманитарная помощь будет направлена вместе со спасательным отрядом, о точной дате отправки не сообщается. В Таджикистан доставят еще тело одного таджикистанца, убитого в Украине. О его смерти сообщает радио «Зоди». Власти Таджикистана сообщения о гибели своих граждан в Украине не комментируют. Отец 30-летнего Максада Курбонова из района Рудаки рассказал о «Зоди», что ему стало известно о гибели сына под украинским Бахмутом вечером 4 февраля. Файзулло Курбонов также сообщил, что его сын последние 8 лет отбывал наказание в России в тюрьме Архангельска, однако издание не уточняет, по какой статье. В Таджикистане 398 должников объявлены в розыск за несвоевременную выплату алиментов и сокрытие адреса места жительства. Об этом сообщила начальник службы исполнения при правительстве Таджикистана Барно Саидвализода на пресс-конференции в Душанбе 6 февраля. В 2022 году в пользу матери и ребенка взысканы алименты в размере около 40 миллионов сомони, что на 46% больше, чем год назад, отметила она. Барно Саидвализода отметила, что в связи со злостным уклонением должников от уплаты алиментов по предоставлению исполнителя в отношении 538 должников возбуждены уголовные дела, согласно требованиям статьи 177 Уголовного кодекса Республики Таджикистан. В результате мощного землетрясения в Турции и Сирии пострадали до 23 миллионов человек, в том числе 5 миллионов особенно уязвимых людей. Об этом на пресс-конференции в Женеве во вторник 7 февраля сообщила представительница Всемирной организации здравоохранения Адельхайд Маршанг, передает немецкая «Волна». Правительство Турции, в свою очередь, оценило число людей, непосредственно пострадавших от землетрясения в этой стране, в 13,5 миллионов человек.
Продолжаются поиски тех, кто остается под завалами, и ликвидация последствий землетрясения, сообщил министр окружающей среды и градостроительства Мурат Курум. По его словам, в пострадавших регионах разрушены дороги, что затрудняет спасательные работы. «Эта боль не поддается описанию», заявил Курум и напомнил, что после предыдущих землетрясений спасатели обнаруживали живых людей под обвалившимися зданиями даже спустя 100 часов. Число погибших в результате сильнейшего за несколько десятилетий землетрясения в Турции и Сирии превысило 5000 человек. По данным МВД Турции, в этой стране число жертв катастрофы возросло до 3419 человек. Вице-президент Фуат Актай сообщил более чем о 20 тысяч раненых. В Сирии, по официальной информации, погибли не менее 1602 человека, ранены около 2000. Спасательные работы в Турции затруднены неблагоприятными метеоусловиями. Метеорологи прогнозируют продолжение сильных снегопадов, ливней, а также сильного ветра при температуре около 0 градусов. Въезд в 3 наиболее пострадавшие провинции Хатай, Кахраман-Мараш и Адыяман разрешены только автомобилям, спасателей и гуманитарных организаций. По данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям, в стране разрушено не менее 5775 зданий. После землетрясения, произошедшем ранним утром 6 февраля, зафиксировано 250 авторшоков, сообщил представитель ведомства.